Вот из такого автоклава за моей спиной рождаются газобетонные блоки, которые используются в строительстве современных многоэтажных домов, а также частного строительства. Теперь современное производство есть в Кыргызстане. В апреле 2023 года, стоя на этом месте, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Усмекович Джапаров закладывал капсулу под строительство нового современного завода компании «Кант ТШП» по производству газобетона. Спустя 1,5 года капсула превратилась в современное полномасштабное производство. Общая длина линии превышает 300 метров, а оборудование соответствует самым современным стандартам, в том числе экологической безопасности. Мы часто говорим о реиндустриализации. Сейчас я вам покажу, как реиндустриализация выглядит на практике. За моей спиной очередная партия газобетонных блоков, произведенных на новом современном заводе компании «Кант ТШП», профинансирована Российско-Кыргызским фондом развития. Производство газобетона схоже производству хлеба. Вначале сырая масса из извести, цемента, кварцевого песка, гипса смешивается, благодаря воздействию тепловых температур поднимается, потом происходит формация и резка, после чего запекается в автоклавах при давлении 12 атмосфер и температуре более 200 градусов. На текущий момент строительная отрасль Кыргызской Республики развивается бурными темпами, и планы и задачи, поставленные Кабинетом министров Кыргызской Республики, должны выполняться в полном объеме. Сейчас, на настоящее время, мы уже начали производство собственной продукции и надеемся, что мы обеспечим свой внутренний рынок Кыргызстана нашей отечественной продукцией автоклавного газобетона. Российско-Кыргызский фонд развития вложил более 8 миллионов долларов в реализацию этого проекта, а общая стоимость превышает 12 миллионов долларов США. На предприятии создано более 100 новых рабочих мест, а общие налоговые отчисления в бюджет превысят 100 миллионов сомов ежегодно. 30 августа текущего года президент Кыргызской Республики Садыр Нуркадиевич Джапаров дал старт работе этого предприятия. И сегодня мы видим, что предприятие не только может поставлять продукцию на внутренний рынок, но и также готовит объемы для экспорта в соседние государства.